Добрый день, участники нашей онлайн-встречи. Мы рады приветствовать вас на презентации наших магистерских программ. И вначале хотелось бы вас проинформировать о порядке приема 2021 года. В этом году у нас по нескольким направлениям вы можете выбрать и подать документы. Срок обучения магистратуры очно у нас 2 года, заочно 2,5 года. И предлагаем широкий выбор программ. По очной форме по местам 221 бюджетное место, по заочной форме у нас 301 место. По приему документов, прием по всем направлениям у нас начинается 14 июня. По заочной форме обучения на бюджет у нас вступительные испытания пройдут 7 августа по 17 августа. Потом необходимо будет согласие на зачисление подать, и в конце издается приказ. По заочной форме на коммерцию также у нас будут вступительные испытания, и приказ издается 30 сентября. По перечню необходимых документов вы можете выбрать удобный для вас формат. Это очно с присутствием, то есть вы можете приехать в университет, подать документы, также с использованием дистанционных технологий. Необходимые документы: паспорт, диплом о высшем образовании, СНИЛС, медицинская справка, фото. Если у вас будет какая-то квота целевое, например, либо документы, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо будет их прикрепить. В отличие от прошлого года, в этом году на магистратуру у нас есть индивидуальные достижения, которые учитываются и дают дополнительные баллы, где-то 5, где-то от 2 до 10 баллов. Весь перечень вы можете видеть на нашем слайде. Также у нас есть квота на целевое обучение. Договор заключается между учителем, абитуриентом, заказчиком. Это может быть образовательное учреждение, школа, либо и работодатель. Это у нас третья сторона, школа. Там будет отдельный конкурс на бюджетные места, гарантированное трудоустройство. Естественно, если вы поступаете по целевому обучению, нужно будет отработать в течение 3 лет. И в конце всю подробную информацию вы можете получить на нашем сайте, а также можете по всем вопросам обратиться по нашим контактным данным. Теперь по каждой программе остановимся более подробно. И позвольте представить доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой программирования и вычислительной техники Дорофеева Андрея Викторовича. Приветствую вас, уважаемые абитуриенты, и от лица Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий мы представляем свою магистерскую программу. Она интегрированная, называется «Инновационные и проектные методы в обучении физики, математики и информатики». Более подробно вы узнаете о этой программе из нашего видеоролика. Приветствую вас, уважаемые слушатели. И сегодня хотелось бы представить нашу магистерскую программу по педагогическому направлению, которое называется «Исследовательские и проектные методы в обучении физики, математики и информатики». Как вы видите, это программа интегративного характера. И для начала хотелось бы остановиться на том, для кого же наша программа. Конечно, мы ждем учителей общеобразовательных организаций. Также приглашаем выпускников бакалавриата по педагогическому и техническому направлению.
которые решили выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию в области педагогического образования и стать учителем. Наша программа заочная и реализуется 2,5 года. Конечно же, возникает вопрос, а как поступить на нашу программу? И в этом году планируется 24 бюджетных места. Кем же может работать выпускник магистратуры? Ну, во-первых, он может выполнять функционал старшего учителя и учителя-методиста, которые предусмотрены национальной системой учительского роста. Когда мы говорим про современного учителя, то, безусловно, всегда на повестке дня выступают его компетенции. Кто же такой современный учитель? И какие компетенции необходимы для него в современном мире? Компетенции учителя. Безусловно, любой учитель должен хорошо владеть предметом, который преподает. Поэтому основной является предметная составляющая. Каждый учитель должен быть хорошим методистом, чтобы организовывать образовательный процесс и уметь использовать различные образовательные технологии для разных обучающихся. Следующая компетенция – методическая. Современный педагог должен уметь коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса, и с родителями, и с учениками, и с коллегами. Поэтому немаловажной является коммуникативная компетенция. Конечно, когда мы говорим о педагоге, то нельзя забывать о психолого-педагогической составляющей, поскольку необходимо учитывать психовозрастные особенности обучающихся и уметь адаптировать технологии под запросы конкретного ученика. То есть мы говорим о психолого-педагогической компетенции. Ну и, наконец, в современном мире учитель уже не может дистанцироваться от цифровых технологий. И на поверку дня выступает цифровая компетентность учителя. Цифровые компетенции. Вот надо сказать, что сейчас с вами мы находимся в лаборатории дополненной реальности, которая позволяет организовать лекцию и непрерывно вести стрим на YouTube-канал, используя видеоизображения и графическую наглядность. Чему же научатся выпускники нашей образовательной программы? Конечно же, наша образовательная программа рассчитана на развитие всех 5 компетенций, о которых я только что говорил в предыдущем выступлении. Безусловно, каждый выпускник должен хорошо овладеть методической составляющей своего предмета. Но поскольку наша программа интегративная, то выпускник может выбирать сам свою образовательную траекторию и комбинировать вариативные модули по своему усмотрению. Например, если вы уже учитель математики и хотите специализироваться в физическом эксперименте, в использовании цифровых технологий в обучении физики, то, безусловно, вы можете выбрать вариативную составляющую, связанную с физическим образованием. Аналогично можно выбрать вариативную составляющую математического образования или
информатизация образования. Универсальные модули – это общепрофессиональной, предметной, методической подготовки. Они нацелены на развитие технологий проектного обучения, проблемного обучения и практикоориентированные методы в преподавании физики, математики, информатики. Одно из важных направлений магистерской программы является научно-методическая компонента, где каждый магистрант разрабатывает свой методический проект под запросы образовательной организации или муниципалитета. Безусловно, могут быть и инициированные им проекты, которые могут в последующем быть внедрены в образовательный процесс школы. Для этого есть все возможности, в частности, использование лабораторий дополненной реальности и инфраструктуры, о которой я скажу чуть позже. Основной особенностью программы является внедрение в образовательную практику технологий проектного и методов исследования. Почему именно наша программа нужна вам? Во-первых, это Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахеддина Акмуллы, единственный педагогический вуз в Республике Башкортостан, где сосредоточены основные направления методической работы для учителей и где ведется подготовка педагогических кадров широкого профиля. Конечно, это возможность дистанционного обучения и использования современных образовательных технологий. Ну и, наконец, это мобильность, то есть возможность обучаться в том темпе и в том месте, где вы, собственно, и работаете. Какая же инфраструктура в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий, которая позволяет магистранту формировать эти компетенции? Функционирует Центр роста цифровых компетенций, который вбирает в себя несколько зон. Зону дополненной реальности, виртуальной реальности, мобильных приложений, зона беспилотных летательных аппаратов и зона робототехники. Как видим, все эти зоны востребованы и заточены на развитие у учеников современных компетенций. Мы не можем сейчас отстраниться от гаджетов, поэтому мы должны использовать их для достижения образовательных целей по своему предмету. Программа реализуется на всех кафедрах Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Поэтому мы ждем вас, дорогие выпускники, учителя и все желающие, кто хочет окунуться в мир новых технологий. Наши контакты представлены на слайде, и мы приглашаем вас. До встречи, уважаемые абитуриенты. Спасибо большое. Теперь передаю слово доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой русской литературы Борисовой Валентине Васильевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить нашу образовательную программу по магистратуре, которая называется, вот смотрите, пожалуйста, «Русский язык и литература в поликультурном пространстве». Ну, сразу хочу подчеркнуть, что данная программа не является повторением программы бакалавриата. Вы видите, вот продолжение, название «В поликультурном пространстве» имеет большое значение. И поэтому структура и содержание нашей магистерской программы, естественно, шире по сравнению с бакалавриатом.
Как и многие другие программы, которые реализуются в рамках направления педагогическое образование, мы ориентируемся на свою целевую аудиторию, к которой относятся учителя русского языка и литературы, прежде всего, с высшим филологическим образованием. И направленность нашей программы тоже, можно сказать, практическая, прикладная, то есть мы реализуем методическую программу магистратуры. Форма обучения для работающих учителей тоже очень удобная. Вы видите, что мы предлагаем заочный формат обучения с активным использованием дистанционных образовательных технологий, который и обучающихся, естественно, тоже, которым обучающихся, естественно, тоже привлекаем. График учебного процесса тоже подстроен под учителей, работающих в школах. Ну, понятно, что в заочной магистратуре срок обучения несколько увеличивается. Вот. И по поводу двухлетних контактных сессий я уже вот так определенно не могу говорить, пока в нынешних условиях мы полностью реализуем дистанционный формат обучения. Но есть и некоторые плюсы от реализации программы в нынешних условиях. У нас теперь нет государственного экзамена, а осталась только защита магистерской диссертации. Это именно диссертация, а не просто выпускная квалификационная работа. Ну и помимо целого ряда учебных дисциплин у нас еще организуются и проводятся различного рода практики. Ну и еще один акцент хочу сделать на возможном обучении по индивидуальной образовательной траектории или по индивидуальному учебному графику. И хочу ваше внимание, уважаемые будущие магистранты, обратить на профессиональный стандарт педагога, с которым вы, конечно, знакомы. И в этом стандарте указываются разные квалификационные уровни и перечисляются трудовые функции педагога. Вот смотрите, пожалуйста, что есть достаточно высокие для школы, не все учителя этого уровня достигают 7-го. Вот есть такой уровень квалификации, на который могут подняться как раз магистры. Ну, видите, что он предполагает достаточно высокую степень самостоятельности, наличие углубленных теоретических, практических знаний, что необходимо для обучения на предпрофильном и профильном уровнях, ну и для решения нестандартных задач технологического и методического характера. И понятно, что такого рода профессиональную деятельность способны осуществлять, ну, не все учителя, скажем так, а имеющие вот более высокую подготовку. И вот посмотрите на этот слайд, который наглядно позволяет увидеть и новые возможности роста, и возможности развития педагога. Ну, таблица сама по себе понятна. Вот. У многих учителей, которые сейчас в школах работают, ну, скажем так, на профессиональных погонах или 1 или 2 звездочки. Ну, наверное, хочется приобрести дополнительную. По крайней мере, вот 3 звезды приобрести. Это вот как раз магистр может прицепить. Ну, дальше идут уже кандидаты наук, у которых вот и 4 звезды может быть. Ну, это я так выражаюсь образно. И, наверное, в целом ряде школ, особенно городских, уфимских, работают и кандидаты наук. По крайней мере, я таких знаю. И вот посмотрите, какие отличия вот между уровнями квалификационными, требованиями и перспективами.
Учителя, работающие по программам начального и основного общего образования, в основном являются выпускниками бакалавриата. Понятно, что они имеют общепрофессиональную компетенцию и могут работать с разным контингентом обучающихся, так же, как и с родителями. Ну и все учителя должны непрерывно развиваться и обучаться. Вот посмотрите на уровень Б. Это как раз магистратура, которая дает право обучать школьников уже по программам не просто среднего общего, а профильного образования. И самое главное, учитель приобретает право, да и возможности, способности может реализовать по проектированию программ различных элективных курсах. Во многих школах сейчас это практикуется. Ну и уровень С, на который вот тоже может подняться современный учитель, связан уже с организацией, с разработкой образовательных программ, с обучением по ним и с координацией работы всего педагогического коллектива. Вот. И внизу еще посмотрите на квалификационные уровни. Вот, видимо, в ближайшей перспективе все-таки вот этот статус будет утвержден. Все время новости появляются. Вот. Есть учителя, но я не хочу сказать, что он выглядит маленьким человеком. Вот филологи меня поймут, есть такой литературный тип. Все учителя, так сказать, равны. Но все-таки по квалификации, вот видите, можно быть просто учителем, можно быть старшим учителем, можно быть ведущим учителем. Это очень важные перспективы. Теперь я хочу прокомментировать саму структуру учебного плана, содержание которого по модулям распределено. Вот базовый модуль, коллеги подтвердят, он у нас общий для всех магистерских программ. Ну и вот посмотрите, какие нужные современные дисциплины здесь магистранты наши осваивают. В основном это дисциплины, связанные с использованием разного рода информационных технологий, с работой в электронной образовательной среде и так далее. То есть это очень востребованные сегодня дисциплины. Профессиональный модуль, естественно, большое место в учебном плане занимает. Ну и поскольку помимо методической прикладной направленности наша магистратура все-таки филологически ориентированной является, понятно, что тут вот и такие дисциплины есть, которые, подчеркиваю, не являются повторением предметов, которые все вы, обучаясь в бакалавриате или в специалитете, проходили. Прикладные аспекты современной лингвистики или теории литературы в типологическом освещении, что предполагает более высокий уровень обобщения, систематизации. Ну и вот такие дисциплины, как углубленное изучение русского языка, русской литературы в школе и так далее. Есть отдельный методический модуль. Вот по названиям вы видите привычные определения, но вместе с существенными добавлениями. Скажем, не просто методика обучения русскому языку или литературе, а вот именно на предпрофильном и профильном уровнях. И вот вторая дисциплина тоже очень важной является. Если вы ее освоите, то сами сможете проектировать содержание литературного образования в рамках тех или иных элективных курсов, дополнительного образования и так далее. И вот медиатехнологический модуль, тоже профессионально ориентированный. Посмотрите, здесь большей частью практикумы предлагаются, связанные с освоением и использованием современных медиатехнологий в обучении русскому языку и литературе. Это все тренд, хотя мне слово не нравится, вот тренд, бренд и так далее, как будто по-русски нельзя выразиться. Но это ключевое направление в современном образовании, сами понимаете. Культурологический модуль, я считаю, тоже очень большое и культурное, и просветительское, и предметное значение имеет. Вот посмотрите на дисциплины, которые, наверное,
вы не изучали никогда. Вот, я считаю, что они необходимы для преподавания русского языка и литературы именно в поликультурном пространстве. И если вы этот модуль освоите, у вас появится возможность обучать детей и на других уроках, не только русского языка и литературы, но, скажем, и на таких уроках, на уроках по таким предметам, как основы религиозных знаний и светской этики или духовно-нравственные основы культур народов России. Ну и последний модуль, конечно, аттестационный, тут и преддипломная практика, и подготовка и защита ВКР в виде магистерской диссертации. Причем это именно диссертация, которая имеет свое сопровождение в виде автореферата и публикаций, то есть уровень вполне академический. Ну вот еще предлагаю познакомиться с нашим педагогическим составом, с преподавателями. В основном это наши профессора и доценты, которые большой опыт имеют. И вы видите, вот кто те или иные дисциплины будет вам преподавать. Наша программа реализуется усилиями 3 кафедр, по крайней мере. Вот наша кафедра русской литературы, кафедра русского языка и общего языкознания. Ну, соответственно, как бы и специализация возможно, как и продолжение образования уже в аспирантуре. Вот эта вся вертикаль в нашем университете выдержана. Есть бакалавриат, есть магистратура, есть аспирантура. И вот по этой вертикали можно подниматься все выше и выше, так сказать, террас, ну, через стержень к звездам. Вот. Ну, здесь контактные данные вы видите, вот и мои, и телефон кафедры, и адрес. Так что, если будут вопросы, обращайтесь. Мы всегда готовы к общению со своими коллегами, учителями, работающими в школе. Спасибо за внимание. Ждем вас. Спасибо, Валентина Васильевна. Уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы у нас в чате. Нет? Вопросы. Посмотрим в чате. Пока вопросов нет. Далее я предоставляю слово старшему преподавателю кафедры башкирского языка и литературы Куланчину Айтугану Юмабаевичу. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я бы хотел рассказать о магистерской программе «Восточные языки профессиональной деятельности», которая в этом году открывается на факультете башкирской филологии. Здесь под восточными языками мы рассматриваем арабский и турецкие языки. Последние годы изучение восточных языков в России приобрело широкую популярность. На сегодняшний день один из важнейших и наиболее распространенных мировых языков – это арабский язык. Он является одним из 6 официальных языков ООН и носит статус официального языка в 25 странах. Что касается турецкого языка, то этот язык является частью тюркской языковой семьи. Данная языковая семья представляет собой совокупность тесно связанных языков, на которых говорят от Восточной Европы до Западного Китая. Общие сведения. У нас направление педагогическое образование, направленность восточные языки профессиональной деятельности. В этом году бюджетных мест 16, форма обучения заочная с применением дистанционных технологий. Что касается вступительных экзаменов, то вступительные испытания проводятся в форме комплексного экзамена. Работа включает в себя тест и реферат, что оценивается по 100-бальной шкале, 70 баллов за тест и 30 баллов за реферат. Что удобно, вступительные испытания могут проводиться как и в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Данной магистерской программе могут обучаться не только студенты, которые изучали эти языки, арабский, турецкий, не только востоковеды, но и выпускники бакалавры общей социально-гуманитарной направленности. При этом студенты, которые до этого не изучали
эти восточные языки смогут в рамках программы получить основную базовую языковую подготовку, что многократно расширит их возможности по ведению научной работы и практическому применению знаний в рамках полученной специальности. Также здесь нужно отметить, что в рамках данной программы изучается широкий спектр теоретических и практикоориентированных вопросов, связанных с языком, речью, художественной литературой. При этом большое внимание уделяется методике преподавания восточного языка как иностранного. Изучаемые дисциплины – это грамматический строй восточных языков, типология лексических систем и грамматических категорий арабского и турецкого языков, практический курс восточного языка профессиональной коммуникации, компьютерные технологии, обучение восточным языкам и другие дисциплины. На нашу магистратуру, на нашу программу мы приглашаем следующую аудиторию. То есть в первую очередь программа ориентирована, конечно же, на педагогических работников образовательных организаций, в том числе учителей полилингвальных школ. Мы с вами прекрасно знаем, что в последние годы в нашей республике открываются полилингвальные школы, где ученики изучают разные языки. Также данная программа ориентирована на преподавателей, профессиональная деятельность которых связана с историей, культурой, политологией, экономикой Востока. Также мы приглашаем исламоведов, теологов. Мы с вами прекрасно знаем, что арабский язык является языком священного Корана, и все выпускники исламских университетов, они владеют этим языком. Мы считаем, что в данном случае наша программа поможет в сфере именно методики преподавания этого языка. Также мы приглашаем специалистов, работающих в культурно-исторических и культурных организациях, музеях, библиотеках, архивах, где тоже достаточно много разных рукописей на арабской графике и, соответственно, с использованием арабских и турецких слов. Ну и в целом, конечно же, приглашаем всех, кто интересуется восточными языками. Что касается преимущества программы, то здесь, наверное, в первую очередь нужно отметить, это практикоориентированный подход. Также благодаря заочному формату обучения студенты могут совмещать работу с учебой. Большинство курсов программы преподается ведущими специалистами, практиками. Получаемые знания и навыки. После окончания магистратуры выпускник должен быть готов к следующим задачам. Свободно владеть минимум одним из восточных языков, либо арабским языком, либо турецким языком, разрабатывать учебные планы и методические рекомендации, готовить программы выставок, конференций, доклады на тему культурного, экономического сотрудничества между Российской Федерацией и странами специализации. Что касается трудоустройства выпускников, то мы считаем, что возможными местами трудоустройства могут быть, в первую очередь, конечно же, образовательные учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, отечественные и зарубежные университеты и научно-исследовательские институты, зарубежные представительства российских фирм, некоммерческие организации, фонды, здесь могут быть советы, международные отделы различных государственных ведомств. Разработчиками данной программы являются Хусейнова Лейла Митхатовна, доктор филологических наук, профессор, декан факультета башкирской филологии БГП имени Мифтахеддина Акмуллы. Она также является руководителем программы. Ягафарова Гульназар Фаизовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института истории языка и литературы УФИС Российской академии наук. Также Паланчин Айтуван Имамбаевич, руководитель Центра восточных языков БГП имени Акмуллы. Далее вы здесь, уважаемые абитуриенты, видите контакты. Можете также обратиться в приемную комиссию, если вас заинтересует данная программа. Спасибо за внимание. Спасибо, Айтуван Имамбаевич. Мы напоминаем, что вы можете свои вопросы задать в чате прямого эфира. Сейчас к нам присоединились коллеги из других факультетов. Предоставляю слово доктору биологических наук, доценту, исполняющему обязанности заведующего кафедрой генетики и химии Седых Татьяне Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем
новую магистерскую профиль, магистерская образовательная программа «Менеджмент в естественном научном образовании». Данное направление, данная программа входит в направление 440401 «Педагогическое образование». Уровень образования, высшее образование, магистратура. Квалификацию наши выпускники будут получать магистр. Обучение будет проводиться по заочной форме, и срок обучения это 2 года 5 месяцев. Возможно использование дистанционных образовательных технологий. Вступительные экзамены – это комплексный экзамен по направленности менеджмент в естественном научном образовании. Он будет включать в себя несколько разделов. Первый раздел – это общая неорганическая химия, органическая химия. Второй – это биология растений. Третий – биология животных. Четвертый – человек и его здоровье. И пятый раздел – это общая биология. Экзамены будут проводиться в виде тестов. Тесты мы составили. Программа вступительных экзаменов размещена на сайте университета. Вы можете с ней ознакомиться. Все тестовые вопросы будут использоваться согласно вот этой программе. Целевой аудиторией нашей программы будут являться выпускники естественно-научных направлений, выпускники бакалавриата аграрного направления, специалитета, а также работники сферы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, высшего образования и те работники, которым необходима переподготовка. Это учителя, завучи, директора школ. Что позволяет, какие компетенции позволяет получить наша магистратура? Значит, областью профессиональной деятельности и сферы подготовки деятельности выпускников магистратуры будет являться образование и наука. Это, значит, в сфере начального образования, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования и дополнительного образования. А также наши выпускники могут работать в сфере научных исследований. Задачи профессиональной деятельности – это педагогическая, образовательно-управленческая, научно-исследовательская деятельность. Миссия образовательной программы состоит в профессиональном кадровом обеспечении управленческих структур системы естественно-научного образования Республики Башкортостан в соответствии с требованиями ГосВО и запросами работодателей. Целью образовательной программы является формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности по естественным наукам в качестве педагогических работников или руководителей образовательной организации в соответствии с требованием ГосВО, а также продолжению обучения по заданному направлению в аспирантуре. Краткое описание программы. Образовательная программа высшего образования разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки педагогическое образование. Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования. Это объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации, необходимые для реализации качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, потребностей регионального рынка труда, а также с учетом профессионального стандарта, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Значит, программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы модулей, программы практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Обучение будет происходить по нескольким модулям. Это менеджмент и образовательные технологии, технологии и практики современной химии, технологии и практика современной генетики, модуль универсальной подготовки и модуль общепедагогической подготовки. Значит, с нашими магистрами будут заниматься преподаватели кафедры генетики и химии, кафедры педагогики и других профильных кафедр, задействованы в реализации этой программы.
Контакты, пожалуйста, уважаемые коллеги. Руководителем и разработчиком программы является Борисов Иван Михайлович, доктор химических наук. Контакты для вопросов, для каких-то ваших пожеланий вы можете, вот есть телефоны, вы можете их задавать по этим телефонам, можете к нам обращаться. Очень будем рады вас видеть. Всего доброго. Спасибо большое. В чате вопросов пока нету. Далее передаю слово кандидату педагогических наук, доценту кафедры профессионального и социального образования Саитовой Алире Рашитовне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Позвольте представить вам магистерскую программу по направлению подготовки 440404 «Профессиональное обучение». Программа с профилем технологии управленческой деятельности в сфере образования. Эта программа у нас заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. Магистры, которые поступают на нашу программу, будут обучаться у нас 2 года и 5 месяцев. Данная программа рассчитана на людей, которые имеют уже какой-то управленческий опыт в сфере образования и направлены на развитие своей карьеры. То есть целью ее является подготовка руководителей образовательных организаций и формирование управленческого кадрового резерва. Причем подготавливаем мы в рамках данной магистерской программы кадровый резерв всех уровней направления любой направленности. Перечень вступительных испытаний для того, чтобы стать участниками данной магистерской программы, они стандартные. Это тест по педагогике профессионального образования и защита образовательного проекта. В рамках образовательного проекта вы можете представить программу развития своей образовательной организации, может быть, программу развития какого-то направления в рамках, допустим, курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки. То есть это может быть любая интересующая вас область в сфере образования, это может быть какая-то ваша интересная идея, ваш задел, который направлен на развитие системы образования в целом. Данная магистерская программа реализуется на коммерческой основе, и мы можем набрать в этом году 30 магистрантов. На кого ориентирована наша магистратура? Это, конечно же, лица с высшим образованием, и не обязательно, чтобы у них было базовое педагогическое образование, это не принципиально для нас, но желательно, чтобы у них был какой-то управленческий опыт. То есть это руководители, заместители директора, люди, которые желают прокачать свои управленческие компетенции, повысить свой управленческий опыт. Это могут быть руководящие работники и системы общего образования, и среднего профессионального образования, высшего и дополнительного в том числе. То есть вся сфера образовательных услуг. Также это могут быть руководители коммерческих организаций, которые занимаются профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации. И вообще управленческий резерв любой образовательной организации, которая желает подготовить свой персонал, своих педагогических работников к управлению в сфере образования. Данная магистерская программа, она интересна тем, что она сочетает в себе 2 типа. Это управленческие исследовательские типы, то есть вы будете заниматься и непосредственно исследованием, но направлено все-таки на развитие ваших организаторских, управленческих, проектных компетенций. Особенность данной программы в том, что она у нас разработана в модульном формате. То есть вы будете изучать ряд модулей, и эти модули выстроены таким образом, чтобы вы прожили профессиональные позиции управленца в сфере образования, начиная от администратора, организатора и заканчивая экспертами. Преподавателями в нашей программе являются практики, да, то есть это реальные люди, которые работают уже в сфере образования, вернее, в сфере управления образованием. Это обязательно ведущие коучи, это реальные бизнес-тренеры, это управленцы, это интересные, яркие, приглашенные звезды, которые с удовольствием поделятся с вами своим управленческим опытом.
Что касается особенностей, да, нашего учебного плана, да, и что мы хотели бы реализовать в нашей магистерской программе. Люди, которые поступают в нашу магистратуру, это люди, которые уже имеют опыт, да, в сфере образования, поэтому они приходят уже с каким-то заделом, с какой-то идеей, с каким-то проектом. А наша задача помочь ваш проект раскрутить и реализовать уже в деятельности, в управлении образованием. У нас в нашей магистратуре, так как мы реализуем систему DOT, да, дистанционных образовательных технологий, то 80% времени будет посвящено именно таким интерактивным формам обучения, как различные вебинары, тренинги, кейсы, мастер-классы, да, проектные сессии. И малое количество процентов это будут традиционные формы обучения. Вообще обучение в нашей магистратуре построено по принципу модульности, я уже сказала, да, и в проектном формате. Что это значит? Это значит, что вы будете учиться в основном в дистанционке, но вы будете приглашены на 4 проектные сессии, которые позволят вам реализовать свои идеи яркие. Да, то есть это 4 интенсива за все 2,5 года, в рамках которого вы разработаете свой проект, дадите ему жизнь, да, прослушаете яркие, интересные, золотые лекции, мастер-классы ведущих управленцев и пройдете, собственно говоря, все этапы реализации вашего проекта от задела до его реализации. Также в рамках нашей программы планируется ряд стажировок, которые тоже наши магистранты будут возможность прожить, которые будут посвящены именно отработке тех профессиональных и управленческих компетенций, которые бы вы хотели у себя развить, сформировать и так далее. Разработчиками программы являются преподаватели нашей кафедры, а также эксперты программы, это ведущие специалисты в области профессионального образования, и которые позволят вам раскрыть наиболее яркие ваши идеи, инновационные проекты в сфере управления образованием. И мы с удовольствием хотели бы пригласить вас для того, чтобы реализовать свои самые смелые, самые инновационные идеи в сфере образования. И обещаем вам, что обучение в нашей программе это будет интересно, это будет ярко, это будет конструктивно. Добро пожаловать, уважаемые будущие магистранты. Спасибо большое. Теперь передаю слово кандидату философских наук, доценту возрастной и социальной психологии Митиной Галине Владимировне. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Факультет психологии и кафедра возрастной и социальной психологии представляет вашему вниманию магистерскую программу по направлению 440402 «Психолого-педагогическое образование». Программа называется «Детская психология». Программа новая, увлекательная, интересная, практикоориентированная программа. В этом году будет первый год набора данной программы. Программа данная не имеет конкурентов в ближайших городах и регионах. И эта программа возникла не просто так, а в связи с потребностями, которые сейчас испытывает наше общество, потребности в специалистах именно по детской психологии. В современном обществе возникают и стремительно нарастают разнообразные проблемные ситуации в социальной, культурной, демографической и других сферах жизнедеятельности. Сегодня человек живет в совершенно ином пространстве, находится под воздействием огромного потока информации. И это определяет глубинные изменения в его психике, в его сознании, в его мышлении, восприятии. Меняется его потребностно-мотивационная сфера, меняются его ценности, меняются его пространство деятельности, появляются новые потребности и новые возможности их реализации. Особенности и характер всех этих процессов наиболее ярко проявляются в детстве. Причем детство мы понимаем в широком смысле, как период от рождения ребенка до его совершеннолетия. И в этот период формируются
важные социально-психологические особенности, формируется личность, осуществляются процессы социализации и индивидуализации, осваиваются нормы общества. Детство – это тот период, когда ребенок становится полноценным членом человеческого общества. Это время интенсивного развития человека. И, конечно, без участия взрослого, без посредничества взрослого, тут мы говорим и о родителе, и об учителе, и о воспитателе, и о психологе, да, как специалисте. Без этого невозможно представить полноценное развитие ребенка. И вот мы сейчас говорим о детской психологии. Детская психология – это отрасль психологии, которая изучает закономерности психического развития ребенка. И, конечно, она тесно связана с педагогической психологией, с педагогикой, с возрастной морфологией, с физиологией и с другими различными отраслями и науками, научными дисциплинами. Предметом детской психологии является изучение условий и движущих сил онтогенеза. Это индивидуальное развитие организма. То, как развивается человеческая психика, как развиваются отдельные психические процессы, познавательные, волевые, эмоциональные, как происходит становление различных видов деятельности – игровой, учебной, трудовой. Как формируется личность и как формируются различные индивидуально-психологические особенности детей. Вот обо всем об этом детская психология. И, конечно, для изучения полноценного, разностороннего изучения ребенка психологи используют самые разнообразные методы, которыми вы тоже овладеете в результате обучения в рамках данной программы. Это и систематическое наблюдение, эксперимент, это и беседа, и анализ продуктов детского творчества, анализ продуктов деятельности ребенка, это рисование, лепка, конструирование, литературное творчество и так далее. То есть все эти методы мы с вами будем разбирать на нашей программе. Я не буду перечислять все дисциплины, которые вы будете изучать в рамках нашей магистратуры «Детская психология». Вот на слайде представлены некоторые из дисциплин специализации. Очень интересные дисциплины, авторские курсы некоторые, разработанные нашими уникальными, креативными преподавателями кафедры. Это психология развития детей и подростков, психология семьи и семейного воспитания. Это возрастно-психологическое консультирование, психотерапия детей и подростков, характерология, диагностика и развитие интеллекта и креативности и многие-многие другие дисциплины. В чем уникальность программы? Ну, я уже отмечала, что это будет первый год набора данной программы. И, конечно, эта программа носит практическую направленность. В процессе обучения вы овладеете современными методами, методиками психодиагностики детского развития, технологией возрастно-психологического консультирования, навыками проведения тренингов, технологиями коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы с детьми и подростками, методами работы с различными типами семей. Например, приемная семья, семья с особым ребенком, с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, родителями, детьми и так далее. Где могут работать выпускники нашей магистратуры? Конечно, они могут работать в средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях. Они могут работать в дошкольных образовательных учреждениях, в различных социально-медико-психологических центрах помощи семье и детям, с которыми мы активно сотрудничаем, и они будут базами наших практик. Различные развивающие центры, которых сейчас очень много, и они тоже требуют участия профессиональных специалистов. Организация системы дополнительного образования, детский дом, дом ребенка, центр поддержки семьи и ребенка, учреждения, которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность по проблемам семьи и детства. Ведь одной из ведущих видов деятельности будет именно научно-исследовательская деятельность, а также еще деятельность по сопровождению. Ну и, конечно, заниматься частной практикой. Ну и хотелось бы сказать, что возможные варианты обучения.
как очная, так и заочная формы обучения на нашу программу магистратуры в этом году мы объявляем. Очная форма обучения длится 2 года, заочная 2,5 года. Имеются и на очную, и на заочную форму обучения бюджетные места, что, конечно, огромный плюс. Я думаю, что каждый попробует обязательно поступить на эти бюджетные места, но даже если вы не поступите вдруг на бюджет, то имеются коммерческие места. Если на бюджетные места это по 16 мест на очную, на заочную, коммерческие на очную 14 мест, да, и на заочную, ну, тоже 14 мест. Представлена примерная стоимость, но я думаю, что более точную стоимость можно будет уточнить в приемной комиссии. Как поступить на нашу магистратуру? Вступительные экзамены предусматривают такие формы отчетности, как психология устно и психология письменно. Психология устно подразумевает тестирование. Это тестирование по 5 основным разделам психологии, например, такие как психология познавательных процессов, психология личности, возрастная психология, социальная психология и психодиагностика. Психология письменно – это эссе по предложенным темам из области детской психологии. С темами вы можете ознакомиться в программе, которая прикреплена на сайте. И вы можете выбрать любую тему, которая вас заинтересует, и по ней написать эссе. Ну и руководителем программы являюсь я, кандидат философских наук, доцент Митина Галина Владимировна. На слайде представлен мой электронный адрес и номер телефона. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, будут возникать вопросы, пишите на электронную почту или WhatsApp по данному номеру телефона. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Спасибо за внимание. Ждем вас на факультете психологии. Спасибо за подробную информацию. Далее я передаю слово доктору педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой изобразительного искусства Порик Эльзе Эдуардовне. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые абитуриенты, наша магистратура заочная. Она рассчитана на учителей изобразительного искусства, технологий, педагогов дополнительного образования. Шифр ее 440401, направление педагогическое образование, профиль изобразительное искусство и технология. Общая характеристика программы такова. Программа готовит квалифицированных, компетентных учителей изобразительного искусства, технологии, педагогов дополнительного образования, преподавателей для высшего и среднего звена, это преподаватели дисциплин художественного цикла. Программа отличается инновационным содержанием, то есть теоретическое содержание этой программы направлено на овладение обучающимися основами теории и методики художественного образования, основная цель которого на сегодняшний день – это развитие креативного потенциала личности. Уникальность программы заключается в том, что в процессе освоения студенты осваивают не только принципы современного искусства, но и дизайн проектирования. То есть классическое художественное образование основано на академическом обучении. Здесь обновленное содержание и содержание современное, инновационное и направленное также на развитие креативных качеств самих обучающихся, будущих преподавателей, будущих учителей изобразительного искусства. Наши выпускники могут работать в дополнительном, в основном общем школьном образовании, в высших и средних учебных заведениях художественного профиля. Цель – подготовка педагогов именно, поэтому акцент делается, конечно, на освоении педагогических теорий педагогики и психологии, но основные предметы, которые будут изучать наши магистранты, это развитие способностей, затем это педагогика и психология художественного творчества,
основы современного художественного образования. И чисто художественный блок – это формальная композиция, то есть основы абстрактного современного искусства, это основы цветоведения и колористики. Затем это основы формообразования, дизайн-проектирования и основы производственного мастерства, куда входит овладение различными видами декоративно-прикладного искусства. И, соответственно, педагоги, которые заканчивают нашу магистратуру, они повышают свой уровень квалификации, особенно педагоги такой дисциплины, как технология, которые очень плохо ориентируются именно в художественных аспектах. Здесь нам хотелось обеспечить единство изобразительного искусства, дизайна и технологии в обучении наших магистрантов. И хотелось бы, чтобы вот из этой магистратуры выходили специалисты широкого профиля, которые способны гибко адаптироваться в современной реальности, потому что современное художественное образование, оно востребовано. И если говорить о современном художественном образовании, то это вид образования, который можно условно разделить на 3 вида. Профессиональное художественное образование. Наши выпускники, магистры уже теперь работают в этой области. Затем это художественное образование детей, то есть развитие личности ребенка средствами искусства. Вот в этой области очень активно и в общеобразовательных школах, и в учреждениях дополнительного образования работают наши выпускники. И новая, молодая такая отрасль – дополнительное образование взрослых. Вот досуговая изобразительная деятельность сегодня чрезвычайно популярна. Это студии где-то арт-терапевтического направления, досуговые студии, которые направлены на адаптацию, на развитие творческих способностей взрослых людей. Иногда вот такие студии наши выпускники ведут при каких-то крупных фирмах, крупных предприятиях и делают довольно интересные выставки. И, соответственно, мы видим, что вот те модули, которые представлены на слайде, позволяют обеспечить и психолого-педагогические компетенции выпускников, и, собственно, профессионально-художественные компетенции. Плюс к этому здесь довольно широкий блок методических дисциплин, и, соответственно, мы считаем, что современный специалист в области художественного образования должен знать вот именно те проблемы, которые представлены на данном слайде. Профессиональные модули здесь вот отрабатывались, где-то менялись, потому что магистратура существует уже 7 лет, и вот в итоге получилось, что вот лучшие разработки наших преподавателей вошли в учебный план этой магистратуры. Теперь перечень вступительных испытаний. Это 2 экзамена. Первый экзамен – основа изобразительной грамоты устной. Программа экзамена представлена на сайте. И вопросы эти можно посмотреть, но экзамен носит больше такой характер собеседования, то есть абитуриенты должны показать, как они ориентируются в проблемах истории искусства, теории искусства, методики преподавания. Второй экзамен – живопись, письменный экзамен, натюрморт из бытовых предметов. Вот здесь на слайде представлены академические варианты, но учитывая то, что поступают очень часто к нам учителя технологии, которые, может быть, меньше рисуют, поступают люди, которые не имеют профессиональной художественной подготовки, имеют за плечами где-то художественную школу, это тоже возможно. Для них есть такая возможность выполнить эту работу не в академическом ключе, а в свободном, декоративном. То есть это может быть декоративный, условно стилизованный натюрморт. Можно использовать акварель, гуашь, темперу. В порядке исключения можно использовать даже такой материал, как пастель. Но самое главное, чтобы абитуриент показал определенные способности, понимание закономерности искусства. Это не строго академический экзамен, потому что мы готовим преподавателей довольно широкого круга. И мы считаем, что, поступив к нам, человек может развивать свои способности не в академическом ключе, а работать в рамках уже современного искусства. Количество мест бюджетных 12, ну и возможные коммерческие, наверное, места, но запланировано 12 бюджетных мест. Ну и руководитель магистратуры
Это я, Пурик Эльза Эдуардовна, член Союза дизайнеров, доктор педагогических наук, профессор, выпускающая кафедра изобразительного искусства ПГПУ имени Акмуллы. Контакты представлены здесь на слайде. Это телефон, по которому можно позвонить, электронная почта кафедры, ну и представлен адрес кафедры. Это Октябрьской революции 1А. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что контакты будут указаны в комментариях в записи, поэтому, если возникнут вопросы, абитуриенты могут задать лично руководителям программ. Теперь я передаю слово доктору социологических наук, профессору кафедры права и обществознания Кунгурцевой Гузель Фанузовне. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые абитуриенты. Наша программа называется «Управление в социокультурной сфере», отрасль 440404. У нас существует наша программа новая, мы ее только в этом году создали. При этом у нас две формы обучения. Это очная форма обучения. Срок обучения составляет 2 года. 14 бюджетных мест имеется на очной форме обучения. И заочная форма обучения имеется 10 бюджетных мест. Срок обучения составляет 2,5 года. Вступительные испытания – это экзамен. Необходимо будет решить тест, который включает в себя 25 заданий. Вступительные испытания проводятся в очном формате. Также можно и сдать экзамен с использованием дистанционных технологий. Наша целевая аудитория – это учителя, директора, завучи, методисты школ и колледжей. Это могут быть специалисты дворцов культуры, культурных центров, выпускники вузов, специалисты органов исполнительной власти, Министерства образования и науки, Министерства культуры. Это специалисты органов местного самоуправления и начинающие предприниматели. Наша программа имеет следующие особенности. Но у нас идет сочетание исследовательской, аналитической и практической деятельности. Программа направлена на 2 вида деятельности – управленческую и научно-исследовательскую деятельность. Больший акцент, конечно, мы делаем на управленческой деятельности. Когда абитуриенты к нам поступают, мы учитываем особенность темы для исследования данного абитуриента в дальнейшем. Если у абитуриента есть свой проект, над которым, может быть, он работал уже, мы продолжаем работу над этим проектом. Кроме того, наши студенты занимаются социологическими исследованиями, то есть используются программы обработки данных социологических исследований. Это программа SPSS. Возможность предоставления лучшим студентам индивидуальных стажировок в России и за рубежом предоставляется. И, конечно же, возможность изучения иностранного языка и чтение лекций на английском языке. У нас есть партнеры международные, поэтому студентам предоставляется такая возможность, как изучение международного опыта проектной деятельности в разных областях социальной и культурной сферы. Кем будут работать наши выпускники? Ну, как вы видите, у нас представлена достаточно широкая сфера деятельности. Наши выпускники могут работать руководителями отделов государственных муниципальных органов власти. Это, конечно же, руководители учреждений и организаций культуры, то есть дворцов культуры, центров культурных, подростковых клубах. Это руководители молодежных организаций. Кроме того,
Выпускники могут работать экспертами в научно-исследовательских, научно-методических учреждениях, руководителями некоммерческих организаций, бренд-менеджерами, арт-менеджерами. То есть сфера деятельности в области культуры достаточно широкая. Конечно, наша задача, наша цель – это подготовить специалистов для работы в органах управления, учреждениях культуры, научно-исследовательских и экспертно-аналитических организациях. Прежде всего, наша магистратура ставит перед собой задачи знания основ теории управления. Это технологии государственного муниципального управления организациями культуры. Еще одна очень важная задача – это формирование, выстраивание современной модели управления персоналом, то есть формирование новой культуры управления. И еще одной из важных задач является изучение процессов, связанных с теорией и практикой управленческой деятельности в сфере культуры. Наши студенты имеют возможность сформировать навыки и знания по использованию современных методов принятия управленческих решений в сфере культуры. В процессе обучения студенты овладевают такими компетенциями, как прежде всего это умение разрабатывать инновационные проекты в сфере культуры. Они научатся привлекать дополнительные средства, осуществлять госзакупки. Одна из важных компетенций для современного руководителя – это умение проводить социологические исследования для того, чтобы собрать социальную информацию и в дальнейшем уметь анализировать эту информацию, готовить аналитические материалы. И, конечно же, эти аналитические материалы помогут в дальнейшем при научной деятельности, при принятии решений. Одна из важных сегодня компетенций – это владение коммуникативными навыками. Наши студенты научатся управлять эмоциональным интеллектом как руководителя, так и персонала. То есть в рамках нашей программы формируются навыки эмоциональной компетентности. Ну и очень важная компетенция – это владение навыком взаимодействия с представителями бизнеса и органами местного самоуправления. В процессе обучения мы используем различные технологии. Это, конечно, проектные технологии, кейс-технологии, групповые, игровые, ролевые технологии и технологии управленческих поединков. Какие возможности дает магистерская программа? Мы даем возможность обучаться на программах академического обмена между различными вузами, как внутри, как в рамках нашей республики и страны, так и за рубежом. Также студенты могут участвовать в научных исследованиях, в разработке аналитических документов и предложений для органов государственной власти. Те студенты, которые успешно защитят магистерскую диссертацию, могут продолжить обучение в аспирантуре. И, наконец, для лучших студентов есть возможность получения грантов, научно-исследовательских и практических стажировок за рубежом. В рамках нашей магистратуры мы устанавливаем тесные связи с нашими зарубежными партнерами. Они представлены на этом слайде. Это прежде всего вузы Казахстана, вузы Таджикистана. Это у нас с ними установлены договоры, подписаны, поэтому мы можем работать непосредственно с нашими партнерами.
Преподавателями нашей магистратуры являются опытные руководители, которые имеют большой стаж работы в органах государственного муниципального управления. И, кроме того, они могут поделиться опытом управленческой деятельности, и в то же время они занимаются научно-исследовательской деятельностью и имеют достаточно высокий уровень методологической, теоретической базы по данному направлению. Научным руководителем магистерской программы являюсь я, Кунгурцева Гузель Фанузовна, доктор социологических наук, профессор. Работаю я на кафедре права и обществознания. Кроме этого, у нас есть внешние преподаватели, эксперты, которые тоже имеют, они реальные практики. Это представители Министерства образования, Министерства и науки, Министерства культуры. У нас есть представитель, руководитель Республиканского научно-методического центра ЗИАД, это Республика Казахстан, это генеральный директор АО «Уфанет». То есть это люди, которые имеют богатый управленческий опыт и могут поделиться с вами этим опытом. Наши контакты представлены на данном слайде. Это телефон приемной комиссии и кафедры права и обществознания. Ждем вас в нашу магистратуру. Благодарю. Далее мы передаем слово кандидату исторических наук, доценту кафедры всеобщей истории и культуры наследия Леоновой Татьяне Алексеевне. Добрый день. Я представляю магистратуру, которая носит название «Религия и духовная безопасность. Общество и государство». Данное направление магистерских программ разработано было по кафедре всеобщей истории и культурного наследия в рамках направления педагогическое образование. Модель магистратуры имеет научно-исследовательское направление и педагогическое. И они, с нашей точки зрения, очень связаны в силу того, что современная школа, она ориентирована на выработку навыков и умений учащихся, обучающихся, в ведение исследовательской деятельности на разных этапах продвижения школьных дисциплин, в том числе и гуманитарных. Форма обучения – это заочный формат с применением дистанционных образовательных технологий, поэтому в названии нашей магистратуры в скобках обозначено, что это сокращенно ДОТ. Срок обучения 2 года 5 месяцев. И я бы отметила, что наша магистратура, наше направление магистерской программы, она отрабатывалась несколько лет и имеет, так скажем, послужной стаж уже 5 лет, 4 выпуска были выпущены по данной магистратуре. И эта магистратура, она, безусловно, имеет свои особенности обучения, которые хорошо отражены в рабочем учебном плане. Ну, во-первых, это модульная организация учебного плана и, соответственно, процесса обучения, которые, согласно модулям, концентрируются на 1-2 курсе и на уже выпускном 3 курсе, в первом полугодии, который остается на такую интенсивную научно-исследовательскую деятельность, публикационную деятельность, ну и так далее. Вторая особенность обучения, она заключается в сочетании сбалансированности
исследовательской, аналитической и практической деятельности практически на всех этапах обучения в магистратуре. А третья особенность – это возможность, которую предоставляет наше направление, учиться у тех научных руководителей, которые могут работать по тем направлениям исследовательским, которые наиболее всего интересуют обучающихся в магистратуре. При этом мы используем опыт не только вузовских преподавателей, но также и академических работников, которые привлекаются для работы по данному магистерскому направлению. Ну и, наконец, то, что мы считаем является своеобразной такой изюминкой нашей магистратуры, это индивидуальный подход к выбору тем исследований, о чем я только что говорила. И главное – это реализация научных и практикоориентированных проектов, которые поощряются в, собственно, нашей магистратурой. Если говорить об вступительных испытаниях и относительно, так скажем, целевой аудитории, то я бы отметила, что предпочтение отдается тем лицам, которые поступают в магистратуру, имея, безусловно, высшее, предпочтительно гуманитарное образование и, конечно, профессиональную подготовку. Ну и в частности, это учителя в истории и обществознания, в том числе учителя и начальных классов, и также руководители общественных объединений, работники государственных и муниципальных учреждений. Здесь вы видите, что экзамен, который сдают, так скажем, претенденты на магистратуру «Религия и духовная безопасность», они сдают комплексный экзамен, который носит название «История». Вы видите здесь ссылку на программу этого комплексного экзамена. Вы можете сдать его и в том числе в дистанционной форме. В этом году, в 2021 году, количество мест на бюджетной основе определено 10, и на коммерческой основе определено вообще-то магистерской нашей программой не менее 5 мест. В качестве, так скажем, перспективы для заканчивающих магистратуру по религии и духовной безопасности, перспективы в профессиональной деятельности данного направления отметим то, что в настоящее время очень высока востребованность подготовленных специалистов в связи с наблюдающимся ростом в России и регионах интереса к конфессиональной истории, обусловленного возникающим в современном обществе многочисленным проблемам, связанным с межконфессиональным миром и согласием, а также духовной безопасности нашей страны и в отдельности регионов. А отсюда, учитывая такую настоятельную общественную потребность, подготовка ведется целенаправленно для, в первую очередь, образовательных учреждений различного уровня, для органов государственного управления и местного самоуправления и для научно-исследовательских организаций и учреждений. Кроме того, на базе нашей магистратуры возможна подготовка специалистов для экспертно-аналитических центров
и общественных, государственных организациях, которые связаны с научно-исследовательской, научно-методической, научно-аналитической деятельностью в сфере конфессиональных отношений и духовной безопасности. Ну и, наконец, как и многие магистратуры, мы предлагаем наиболее успешно защитившимся выпускникам по, так скажем, уровню их высокого содержания и достаточно научного содержания магистерской диссертации возможность продолжить обучение в аспирантуре. В программе «Религия и духовная безопасность» она ориентирована на основные, так скажем, базовые принципы, которые, так скажем, представлены в нашем слайде. Это усвоение фундаментальных основ религиоведения, и это отражают модули нашего учебного плана. Это исследование истории конфессиональных систем и культовых практик. Это основы современной духовной безопасности в связи с развитием таких явлений, как радикализм и экстремизм на религиозной почве. Ну и, наконец, методика технико-прикладных исследований религиоведения. Данные направления, они содержатся как раз в 4 модулях нашего учебного плана и представлены рядом дисциплин, которые позволяют дать эти ориентиры будущему выпускнику нашей магистратуры. Программа «Религия и духовная безопасность общества» она формирует компетентных профессионалов, которые способны создавать и реализовывать условия, принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, а также осуществлять научно-исследовательское сопровождение в учебно-методическом обеспечении, реализации основных, дополнительных, в том числе профессиональных программ. Ну и, наконец, то, что чрезвычайно востребовано в системе образования, это проектировать, реализовывать образовательный процесс по религиоведческим дисциплинам, по программам основного, общего и дополнительного, в том числе профессионального образования. Руководителем программы является доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и культурного наследия Обойденного Гульнара Талгатовна. В общем-то, все контактные данные вы видите на данном слайде. И можно обратиться, так скажем, непосредственно к руководителю программы по тем контактам, которые здесь обозначены. И, наконец, так скажем, последний слайд тут должен быть. Прошу прощения. Это наша, конечно, безусловно, лидер и голова, но у нее есть помощники, это разработчики, эксперты программы, среди которых, вот, собственно, числюсь и я. Но я бы особенно отметила наши очень тесные связи с Академией, с башкирским филиалом Академии наук, Российской академии наук, и также, в частности, это в лице Мухамедзяновой Дугал, и также это связь с теми организациями, которые являются очень важными для нас в плане представлений и работы с молодежью. Это особые такие центры и ассоциации по исследованию религии и сект в современной России. Ну, в частности, эту организацию представляет Розенфельд Вадим Яковлевич. Ну, в принципе, вот, это
группа, так скажем, товарищей очень активно работала на протяжении последних 5 лет для выработки основных, так скажем, программных требований, выпусков. И я бы отметила, что практически все наши выпускники, они трудоустроены, они имеют публикации, и благодаря вот нашей тесной с ними работе выпускники наши занимаются такой активной пропагандой в академических, так скажем, и популярных представлений о конфессиональной истории и истории конфессиональных отношений в наши дни, и работают с личными сайтами, которые обеспечивают такой информацией и работой учителей школ республики. У нас в чате вопрос по данной программе. Так, экзамен по истории для магистратуры «Религия, духовная безопасность» будет затрагивать вопросы истории России и всеобщей истории или только история России? Так, мы ориентируемся на то, что кроме историков, которые будут поступать на эту программу, могут поступать выпускники любых гуманитарных направлений, которые изучали, безусловно, не всеобщую историю на протяжении своего обучения на бакалавриате, а историю России. Поэтому, конечно, это будет история России. Еще один вопрос. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Возможно ли подать документы на религиоведение дистанционно и как позже узнать о результатах вступительных испытаний? Ну, это, скорее всего, вопрос не ко мне, а непосредственно в приемную комиссию. Будьте добры, обратите внимание на сайте нашего вуза, адрес приемной комиссии и спросите у специалистов. Я, наверное, отвечу на этот вопрос. При подаче документов вы можете выбрать удобный для вас формат. Это вы можете приехать сюда в университет, подать очно или же в дистанционном формате. С 14 июня у нас начинается прием документов, и на сайте у нас появится кнопка «Подать документы». Вы сможете дистанционно с любой точки мира, так скажем, подать документы на выбранные вами направления. А результаты вступительных испытаний будут после вступительных испытаний будут в течение 2 рабочих дней известны. Так, больше вопросов нет. Далее я предоставляю слово доценту кафедры теории и методики физической культуры и спорта Данилову Евгению Викторовичу. Добрый день, уважаемые участники. Мы хотим представить вашему вниманию, это Институт физической культуры и здоровья человека, программа физической культуры и здоровья человека магистерскую. Руководителем программы является доктор педагогических наук, профессор Еламанова Гузель Ахмедовна. Особенность нашей программы в том, что программа готовит именно новое поколение специалистов в области физической культуры и спорта, которые должны владеть как современными технологиями в области физической культуры и спорта. Также они должны уметь принимать эффективные управленческие решения, уметь организовывать деятельность как участников, так и самих организаций в соответствии с мировыми практиками, с ведущими. Потому что сфера физической культуры и спорта не стоит на месте, и мы стараемся не отставать от нее. Особенностью также является, что магистранты нашего института учатся не только у преподавателей, которые представлены на нашей кафедре, но также привлекаются именно ведущие практики, привлекаются мастера спорта, заслуженные мастера спорта, ведущие специалисты в различных сферах деятельности, заслуженные тренера Российской Федерации. Область профессиональной деятельности, как и сама сфера физической культуры и спорта, очень широко представлена. Это и физическая культура непосредственно, это и спорт, и массовый спорт, и спорт высших достижений, и подготовка спортивных резервов, то есть так называемый детско-юношеский спорт, спортивно-оздоровительная деятельность, реабилитация,
И непосредственно, конечно, одна из основных целей физической культуры и спорта – это оздоровление средствами физической культуры и спорта. Форма реализации нашей программы – это заочная, срок обучения составляет 2,5 года. В чем же наша специфика программы и преимущества? Программа смоделирована таким образом, что теоретическая подготовка сведена к необходимому минимуму, а проектирование образовательного маршрута ведется уже с точки зрения практической деятельности. Мы представляем возможности стажировки в ведущих физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных организациях, как образовательных, так и спортивных, и также и оздоровительных. Также мы оказываем содействие возможности трудоустройства физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной организации. Таким образом, вы за время обучения по программе магистратуры, соответственно, накапливаете трудовой стаж свой. Целевая аудитория, то есть кого мы ждем, кого мы хотим видеть. Естественно, мы хотим видеть всех, и даже не только из того перечня, который мы представляем здесь. То есть это бывают и люди, которые просто хотят сменить сферу деятельности, изменить направление, вектор своего развития. Но в первую очередь, конечно, это педагоги различных систем образования, СУЗы, ВУЗы, специалисты по физической культуре различных уровней, субъекты федерации, районных, городских и так далее. Это педагоги, естественно, дополнительного образования детей, различные клубы, федерации, спортивные школы, выпускники вузов, окончившие программу бакалавриата, управленцы в сфере физической культуры и спорта, а также специалисты в области адаптивной физической культуры и спорта. Главной целью мы представляем это формирование мультипрофессиональных именно компетенций специалистов в сфере физической культуры и спорта. Как мы сказали выше, современная физическая культура и спорт не стоит на месте. И специалист в данной области, он должен владеть самыми различными технологиями. Он должен владеть технологиями непосредственно физического воспитания, технологиями спорта, технологиями управления сферой физической культуры и спорта. Фитнес очень интересное направление, очень емкое, а также он должен владеть технологиями адаптивной физической культуры для того, чтобы работать с соответствующим контингентом. Наша задача, соответственно, становится это сформировать компетенции педагога по физической культуре и тренера, сформировать компетенции управленца, руководителя в сфере физической культуры и спорта, сформировать компетенции фитнес-специалиста и сформировать компетенции специалиста по адаптивной физической культуре. В нашем случае сотрудничество ведется очень широкое. Мы в настоящее время сотрудничаем и расширяем свое сотрудничество с различными профильными и непрофильными министерствами, такими как Министерство образования, Министерство молодежной политики и спорта, Министерство здравоохранения и с рядом других административных подразделений республики. Мы вовлекаем специалистов, уже соответствующих в наш учебный процесс. Работодатели также участвуют в разработке программы магистратуры и ее коррекции в зависимости от запросов потребителей. Соответственно, мы обеспечиваем тесное взаимодействие с образовательными организациями по вопросам организации практик, также трудоустройства, мы про это говорили. Мы создаем условия и помогаем специалистам, нашим выпускникам адаптироваться, закрепиться на своем новом рабочем месте. Мы проводим совместные исследования, которые способствуют эффективному применению средств физической культуры и спорта. Мы также проводим многочисленные исследования, направленные на выявление запроса рынка труда, для того, чтобы своевременно на них реагировать и подстраивать программу на те запросы, которые в современном обществе в сфере физической культуры и спорта возникают у нас. Вступительные экзамены представлены у нас комплексным экзаменом по профилю физической культуры и здоровья человека. Что он представляет из себя? И первая часть комплексного экзамена представляет собой устный экзамен. Преимущественно преобладают вопросы, связанные с теорией физической культуры, с теорией физического воспитания, с теорией методикой преподавания физического воспитания. Количество мест у нас в этом году по бюджетной основе 16 мест. На коммерческой основе мы готовы принять 14 магистрантов.
Руководителем, как я уже говорил в начале, является доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта Еламанова Гузель Минахметовна. На слайде вы видите непосредственно телефон руководителя и электронную почту руководителя, на которую вы можете получить какие-то уточняющие вопросы. Адрес кафедры также представлен на слайде. Кроме этого, любую квалифицированную консультацию по любому вопросу вы можете получить и непосредственно в самой приемной комиссии, обратившись как по телефону, так и лично. Спасибо. Если есть вопросы, мы на них ответим. Вопросов пока нет, но я думаю, по контактам зададут вопросы. Благодарю за внимание, и сейчас хочу анонсировать, что у нас еще 26-27 мая будет презентация всех магистерских программ Акмолинского университета. Всех абитуриентов будем ждать. Спасибо за внимание.